Освобожден из-под стражи в Москве, но объявился в Душанбе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как и почему Россия предает доверие таджикских граждан, и почему для этих диктаторов важнее свои политические игры, а не доверие народа. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Лефортовская межрайонная прокуратура города Москва 7 сентября вынесла постановление об освобождении из-под стражи блогера, уроженца ГБАО Камера Мирзоева. Однако, по данным источников, он таинственным образом оказался в Таджикистане. Как Мирзоев попал в Таджикистан, неизвестно. Родственники утверждают, что таджикские спецслужбы похитили его в России сразу же после освобождения из-под стражи. Официальных заявлений о задержании Мирзоева пока нет. Камер Мирзоев был задержан в Москве вечером 5 сентября. Согласно постановлению Лефортовской межрайонной прокуратуры Москвы, копия которого попала в распоряжение, Камер Мирзоев находится в розыске у МВД Хорога по обвинению в организации участия в преступном сообществе. В постановлении прокуратуры отмечается, что Таджикистан не представил доказательств в связи с данным обвинением, поэтому Мирзоева освободили из-под ареста. Родственники Камера Мирзоева утверждают, что он был таинственным образом вывезен в Таджикистан и в настоящее время находится в одном из изоляторов Душанбе. Источник в МВД Таджикистана также подтвердил, что Мирзоев задержан, но отказался сообщать другие подробности. Как вы относитесь к тому, что в последнее время Россия и Таджикистан стали очень тесно сотрудничать в этой сфере и выдает таджиков каждый день буквально? Свои ответы по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Журналист Рустами Джани, отслеживающий события в ГБАО, 10 сентября написал на своей странице в Facebook, что Камер Мирзоев находится в изоляторе временного содержания УБОП, Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан. Камер Мирзоев писал в соцсетях в основном о проблемах жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Во время пандемии его публикация о ситуации в одной из больниц ГБАО вызвала огромный резонанс. Десятки людей отправили помощь в медучреждение. Это второе за последнюю неделю задержание уроженца ГБАО в Москве. 1 сентября был задержан Маматбек Атабеков, гражданский активист из Мургабского района. В прошлом месяце сотрудники полиции задержали другого бадахшанского активиста Максуда Гаюсова, последние полгода проживающего в российской столице. Еще ранее, в январе этого года в России пропал Амридин Алаватшоев, один из молодежных лидеров Бадахшана. Арас и Рамзи Вазирбековы также исчезли в России в конце июля этого года, а затем объявились чудным образом в Таджикистане. На видео, которое было снято при неизвестных условиях, они заявили, что вернулись якобы добровольно, но их родственники утверждают, что видео было снято под давлением. Интернет-портал Памир Daily News сообщает, что за последние полгода около 20 уроженцев Горного Бадахшана были похищены в Москве и доставлены в Таджикистан, а некоторых уже осудили. В Душанбе утверждают, что все они вернулись на родину по собственной воле. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему они это делают и почему Россия выдает этих людей? В какие они игры играют? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.